началом своего ролика я хочу вас познакомить с молодым каналом Мадины. Мадинины вкусняшки. Она живет в Ингушетии. Многодетная мама, у нее 6 детей. На ее канале вы найдете много интересных, простых и доступных рецептов приготовления еды. Мадина делится полезными советами, лайфхаками, а также Мадина показывает красивейшую природу нашей республики. Надеюсь, вам понравится канал Мадины. Заходите, подписывайтесь, поддерживайте. Друзья, Эльзик Хелшин, мы тут с Аишкой убираем, воюем, рисуем, все вместе делаем. Аишка, кто это сорвал? Аишка, хаелус? Хаел я хаяхкар, малу хахукун мамик хаел. Малу я хаяхкар. Малу я хаяхкар. Малу я хаяхкар. Хаи? Главное в том, что она делает, сознается. Вот, оторвала у входной двери у шторы и этой у шторы. Ну, мы еле-еле ее успокоили, мама пошла ее на работу. Я решила чуть-чуть тут прибраться, хотя вчера она и прибиралась тут, но обычно после того, как мы встали, конечно, бывает, они вчера допоздна играли с Аишкой. Сейчас немножечко вот, хочу этот цветок отсюда убрать. Протерла его, ну, вернее, не весь протерла, начала протирать. Тут он у меня стоит в этом углу, потому что в этой комнате, друзья, у меня обои приклеены давно. Ну и вот тут вот был такой кусочек, что вот прям кусочками приклеено, не хочу даже показывать. И типа это у меня была такая штора закрыть именно вот там, что где-то не очень важно приклеены обои. Но этому цветку там жарко, потому что батарейка очень сильно греется, труба греется. И, видимо, поэтому еще у меня в доме воздух такой сухой. И цветку тут не очень-то комфортно. Сейчас протру его листочки и куда-то в другое место поставлю. Потому что все-таки он чувствуется, что ему не хватает влажности. Сейчас нет у меня пульверизатора, чтобы его попрыскать. Сегодня куплю. Мне надо что-то в хозяйственный магазин сегодня тоже пойти. Купить кое-какие моющие эти средства, ничего нет. И вот пока мои гости снова не собрались, надо все-таки везде все успеть, если я успею, конечно. Еще и Аишку. Аишка со мной, мама ее оставила дома. Ела Аишка? Так. Аиша? А я, мама, сейчас пропылесосю. Куда мы его поставим? Так, я пропылесосю, потом стулья сюда занесешь. На кнопку. Пока, наверное, шумно, ковер такой, что вот все прилипает сюда, его волосы и эти маленькие штучки. Ну, показывать я не буду, наверное, как я пылесосю. Так, мне надо еще сегодня прогладить вот эти вот вещи. Ой, постирала, тоже надо быстро погладить, успеть, не знаю. Но я еще даже на улицу не выходила, не кормила свою птицу, не доила корову, еще ничего не делала. Ну, еще только около 8 часов. Поэтому сейчас быстренько все это здесь сделаю, потому что если я сейчас выйду смотреть за хозяйством, то я уже обратно сюда не успеваю зайти. Поэтому сейчас я быстренько здесь приберусь и пойду за хозяйством смотреть и готовить завтрак. Ну, к тому времени, может быть, и мои гости снова приедут. Ну вот, как-то так, друзья. Потихонечку я хочу, как бы вам сказать, войти в свое русло, снова показывать, что я делаю. И рассказывать просто о себе и о своей семье. Ну вот как-то. Эйчка, нашла куколку? Нашла? Ой, мы сегодня целый час, пока я тут убираюсь, ищем куклу. Обрадовались, нашли куколку. Хайвалил, Амина, хайвалил. Так, Ибрашка, давай этот цветок вот туда, я не буду тебя снимать. Туда, в ту комнату занеси цветок, а сюда вынеси все стулья, которые нужно сюда поставить. Фу, так, кукла, конечно, не очень красивая. Вообще вот это вот все, что на окне стоит, я все-таки переделаю как-то, куда-то их надо сделать. Но они сейчас прибиты, просто это, ну, Wi-Fi, не Wi-Fi, это называется, какая-то антенна для
ну, для связи, чтобы был интернет. Но вот на окне он очень не смотрится. Так, вы поставили на батарейку, иди возьми, согреться ей йогурт и забыли, по-моему. Он, наверное, уже и закипел. Видите, вон как там некрасиво. Иди поправь теперь шторку. Давай ее сюда. Что сюда? Йогурт. Юя, Аишка, йогурт Юя? Пойдем. Так, короче, я здесь полы помыла вправить. О, сверху надо, сверху. Ну, потяни до конца, чтобы нормально была штора. И не дергайся. Ну, все. Аишка, хату? Хаялил, кукла, хаялил, маме. А ну-ка покажи свою куколку, покажи. Мы с ней засыпаем, просыпаемся, ее ищем. Мы уже час ее искали, она, оказывается, за диван закатилась. Вернее, не закатилась, а завалилась. Хаукуль. Ух ты. Афи, Аюр. Вачик бы. А тебе можно жвачку? Можно, да? Ты сейчас на ручки наматываешь. Аял, нельзя. Бехбуа. Положи в рот и жуй так. Аиша. А теперь руки сладкие? Отмахакла дивана. Иди вытри руки. Иди руки вытри. Или герми дахак. Или халда улха герми дахак. Или давай, вытирай руки. Или. Хажуда на батарейке улху. Халда на батарейке улху. Вот, вытирай ручки. Вот так вот. И больше хаармы бахла. Хорошо, Вачик, Багр? Хаармы бахла, Вачик. Все, пойдем. Не вынимай жвачку изо рта. Все. Так, ну ладно, друзья. О-о. Аишка, а? С ребятишками, конечно, интереснее. О-о. Аишка, ты мамы золотой? Аишка, ты мамы золотой? Аиша? Хаал. Ты мамой золотой? Да? Да. А мамой поцелуйчик лугия? Луги, хаю хаятак. Хаю ба хаят. А малу ужух яр малу хаал, ужух яр малу. Хаал? Кто, ха? Хаю. Ты, да? А ханюх яш? А почему? Аишка, мы же договорились жевать хаарцы бах багр? Хаарм бахла багр жвачку. Вообще, кто ей дал жвачку? Ой, опять ты в кадре. Ну ничего. Нет, ты не удалишь. Не удалишь. Тебя все равно видели, что ты прячешься. Сейчас я тебя не снимаю. Вот там, где немножечко ты попался в кадр. Я сама смонтирую и отправлю. Да. Так. Ну и тут чуть-чуть прибрались. Ну, тут сумки моих гостей. Тоже немножко пропылесосила, прошлась влажной тряпкой. Ну и все, наверное. Вот сейчас в коридоре еще помою полы. Так, почистила дверь. Была очень грязная, заляпанная. Но она будет еще заляпана, пока Аишка не уедет. Ее ручки будут везде заляпаны. Ну вот, как-то так. Аишка, мычай! Где моя Аишка? Ну все, давно не снимала у себя в доме. Так, здесь еще такое дело. Поставила я инкубатор. Прямо он у меня в этой большой комнате. Дело в том, что мне привезла дочка яйцо гусиное, холмогорских гусей. У нее в действительности породистые холмогорские были гуси. Она собрала яйцо, привезла. Я не собиралась их, конечно, закладывать. Ну, не их, а вообще закладывать яйцо. Но из-за того, что я закладываю и это яйцо, и заложила, как раз у меня начали снестись уточки, и заложила тоже яйцо уток и несколько штук так куриных. Это было как раз до 10 дней этим яйцам. Вчера я их просмотрела. Оказалось, что гусиное яйцо, ни одно гусиное яйцо не оплодотворено. Если бы знала, я бы эти не закладывала. Но вот эти вот мои утиные и куриные
Вот то, что сейчас здесь лежат, точно не знаю, сколько их, сейчас считать не буду. Они оплодотворены, уже там есть зародыши. И пришлось его поставить сюда. Просто везде в этих кладовках у меня все-таки сейчас холодновато. И поэтому она у меня вот в этой комнате. Так, в этой комнате они у меня, потому что здесь свободно, здесь ничего нет, просто свободная комната. Вот сегодня в этой комнате сейчас, на данный момент, прибраться я не успею. Видите, здесь тоже нужно пропылесосить, нужно все прибрать. Вот Аишка бегает туда-сюда, все это таскает. Цветок, вот видите, принес, просто поставил цветок, надо будет его тоже в другое место переставить. Много чего тут. Тут, в принципе, пустая комната. Сейчас я просто не успею, мне нужно покормить уже и хозяйство, и маму, и всю семью. И я боюсь, что еще и мои родственники приедут к этому времени. У меня как раз нет хлеба, мне нужно сделать еще и наши ингушские джапельги, ольгищ, вместо хлеба. Быстренько. Работы много, забот много. Все приходит в свое русло, все приходит по новой. Каждый день одно и то же вообще-то. Вот так. Все, друзья, побежала. А тут после обеда, может быть, или я приберусь, или как раз дочка придет с работы, дочка приберется. Посмотрим. Хози, хози. 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 У нас холодно, но, правда, снега мало. И детей не покатать на санках, ничего. Вроде бы так по Ингушетии в большинстве регионов выпал снег, что дети катаются. Но вот именно у нас, где мы живем, в нашем селе, очень мало снега. Но холодно. Сегодня, правда, не очень холодно. Вчера было намного холоднее, было очень сыро. Такая вот погода сырая, холодная. А сейчас вот так видно, что морозец. Или то, что мы еще только вышли, нам не так холодно. Или не знаю. Все, друзья, сейчас здесь быстренько подмету под этим навесом, где вот перед домом. И пойдем, и все. И больше уже из кухни я вылезть не успею. Да, Аишка? Пойдем? Пойдем кушать? Кашу будем? Будем. Тут мне что-то прислали. Вылезла кошка. Ой. Котенок. Лови, убежит котенок. Держи букет. Так. Букет и шары. Куда? Вон. Так, и сейчас прочитаем, что здесь. Прости и извини, мама. Так, как я поняла, это от старшей дочери. Ой, какая это красивая. Божья коровка. Хажу, Аишка? Хажу? Вот лахтер, хажу, что хочешь. Такой вот букет Имя цветов. Чебурашка. А кто ему дал Чебурашку? Танзила? Нет, ее изначально звали Чебурашка. Танзила мне сказала, что привезут. Я должен был сюрприз устроить. Ага, так. Котенка, я тоже сейчас раскрою секрет. Котенка мне моя дочка обещала еще на 10 тысяч моих подписчиков. Нахаешка Хабидо. Сейчас расскажу вам немножко. Вот так. Сказала, что подарит мне какого-то... был не этот, который она мне показывала. Штамарду. Породистого котеночка. Но я не знаю, может быть и он породистый, но я еще не знаю. Ахиц. Обещала мне подарить на 10 тысяч подписчиков котеночка. Но вы знаете, что у нас что случилось. Было не до котенка, не до чего. Видимо, она сейчас прислала котенка. А извини и прости, я тоже вам скажу, почему. Она у меня и говорила, что позавчера была в гостях. Аишка, Ибрашка, Ибрагим. Аишка, или не хакол, а то котенок выйдет. Убежит наш котенок. Не хаколы, дверь открыта входная. Дело в том, что мы немножечко позавчера с ней, повздорили. Я на нее обиделась, она на меня обиделась. Конечно, ссора была ерундовая, но мы друг на друга рассердились, и она уехала. Бывает же, говоря, вы знаете, что и среди мам, и дочерей, и среди всех бывают кое-какие споры, ссоры, что-то такое, говоря. Я на нее обиделась, она на меня обиделась.
Ну, в принципе, и я, и она, конечно, мы бы друг другу обиды эти простили бы, но ничего такого нет. Но вот, ну, спасибо. Позвоню ей, сейчас скажу. Решила так, еще вместе с котенком, еще и букет прислать. Шарики, не знаю, уже, наверное, уже что-то такое, не знаю. Ну, шарики, яички пусть будут. А букет красивенький. Спасибо большое. Ладно, Танзила. У всех как говорится, на весь YouTube тоже и прощаю, и извиняю. Ну, и ты меня извини, если ты считаешь меня неправой, но по-любому, конечно, иногда и родители бывают неправы, но в какой-то мере все-таки детям нужно немножко мамам уступать. Ты, наверное, это поняла. Я надеюсь. Ну, вот как-то так, друзья. Странно. Странно все. Я даже и забыла про котенка. Она мне присылала, если честно, присылала 2 котенка, чтобы выбрать мне. Она мне давно обещала подарить, я уже повторюсь, породистого котенка. Ну, наверное, он тоже какой-то породистый, не знаю. Но прислали и нам не его. Вот так вот. Ладно, друзья, пойду дальше. О, Аишка отпустила 2 шара. Вот они. Ахитя? Ну, давай, отпускай. Отпускай. Ахить. Ахить. Оттухите, Аллахи. Давай. Ой, так. И 3-й прибился к потолку. Ух ты! Ух ты! Все, теперь не достать. Абах бизи? Бизи, а мы что бахку бываешь? Все? А? Бизи, мы что бахку бываешь? Все, они прилипли к потолку. А? Вали ибрашка хабахка. Или шарик хабахка хатла таба. Котенок какой-то дикий у нас. Спрятался под диван. Хайряхы. Так, ну-ка. Чебурашка, давай сюда. Иди к маме. Ох ты, Чебурашка. Нет, спрятался, не дается. Аишка, эй, бышки, ходи от Чебурашки. Ходи. Смотри, какой котеночек. Ой, что-то он у нас дикий какой-то, никак к нам не привыкнет. Чебурашка. Мордашка красивая. Ай, да, как бы себя. Вот так. Ну, еще давай. Ба, энди, ба, энди. У тебя и это лялька, да? Вот так. Вот пусть познакомятся, да? Или мамочка. Или хатхунихи хили. Нет? А за что джахкае, Ей, ходи. Зумшку. Ой, бабать. На хаджака здесь. Хози, вкусно. Сейчас буду. Убери графин. Все? Нахай, забирай свою гаку, забирай. Ой, а где ее коляска, где? А ты котенка будешь катать? Тити, хоходи, коляска? А? Хоходи? Или хайолиха коляска? А это не будет сидеть, она у нас еще пока... Он, вернее, еще пока дикий. Ну, может быть, привыкнуть с другой, со своей принцессой, как нам написали. Ну все. Алихан, ламарич. С шарика он сделал. Аишка, Аёдалась. Ну что, Чебурашка? Голос меняется. Мчать, идти. А вы хотите мчать? Ага, делать. Аишка. Ну, доставайте Чебурашку. Аишка. Пистик, аёдалась. Вот насколько голос искажает. Что за газ там? Гелий какой-то, короче, в шарике. Вот, мама порядок называется сегодня сделала. Смотрите, какой-то беспорядок у меня. Ты спряталась, да, ты брашки? Спряталась? Аишка, давай найдем Чебурашку. Чебурашка. Где он спрятался? Ну, посади ей хоть на минутку. Она хочет покатать его там. Вон как раз вышел немножко. Дай ему привыкнуть, не пугай его.
осваивается немножко. Вышел, да, Ишка? Вышел, да, котенок? Чебурашка? Кс-кс-кс-кс-кс. Идем к нам, Чебурашка, идем. Кс-кс-кс. Так, ну вот тут потихонечку секреты у них раскрываются. Оказывается, они в действительности хотели на 10 тысяч моих подписчиков подарить и розы, и котят. Говорили, что мне подарят одного, но, оказывается, собирались дарить двоих сразу. И что хотели, ну, собраться или у Мадины, у дочки младшей, или где-нибудь в кафешке, чтобы мы собрались, посидели. У меня еще, я рассказывала, что у меня какая-то депрессия была до смерти моего брата, поэтому хотели меня немножко развеселить и также поздравить меня с 10 тысячами подписчиков. Ну вот, жизнь, как всегда, приносит свои коррективы. У нас это не получилось, и вот они продолжили, решили сделать это сейчас. И вот такое вот небольшое извинение от моей дочери. Ну, этого извиняться так, в принципе, мы немножечко просто не поняли друг друга. Она была на нервах, я была на нервах. Ничего страшного, это бывает. По-любому, в принципе, было, ну, ерундовая так ссора. Но мы все равно, я люблю всех своих детей одинаково. Там был тоже такой момент, что кого больше любят, кого меньше любят. У кого есть дети, те знают, что своих детей, по идее, может быть, чуть-чуть там больше-меньше любят, конечно, но любят одинаково. Все дети близки, все дети родны. И что бы ни случилось, ну, не знаю про других, но я все равно безумно люблю всех своих детей. Желаю им только счастья, здоровья, успехов и всего хорошего. И, по-моему, любой родитель, любая мама только этого и желает, и живет только ради детей. И счастлива, когда счастливы их, ну, ее дети. Тем более я счастлива, когда счастливы мои дети. Так, мои гости удивились, по-моему, пришли уже во двор. Так, еще нет, но я слышу их, они уже подходят, потому что они у меня не кормлены. Аишка, Аиша, Хайлел. Хажил, посмотри, какая прищепочка, посмотрите, какая прищепка красивая прикреплена была к розе, к букету роз. На, и прищепка. Хажил, что хозду, давай приколи куда-нибудь. Так, Ибрагим. Этот ролик полностью ты виден, так что извини меня, ты его не будешь. Ты спалился, придется тебя, весь ролик удалять не получится. Так, вот, видишь, наши гуси уже голодные, видишь, идут. Вот что значит хозяйка, уже 10 часов утра, а гуси еще не кормлены. Бедные идут, хоть здесь бы покормили нас. Так, и мне надо действительно сегодня выловить нескольких гусей, посмотреть и зарезать их. Ну, не знаю, вот уточки вчера ловила, были худенькие, боюсь, что их гуси худые. Ну, не знаю, вроде бы не должны. Обычно у нас говорят, если уже первый вот заморозки, первый лед, если они уже поели лед, то гуси должны быть жирные. Ну, вот посмотрим. Заодно мне вообще-то надо штук 5 зарезать, чтобы и жир оттуда взять и перетопить, если они, конечно, жирненькие. Если не жирные, я и резать не буду, потому что мне нужен именно их не жир, и чтобы сноха себе увезла в Москву, и для себя тоже. Так, ну вот так, друзья. Там посмотрим, может быть, я на этом и закончу, может быть, продолжу свой влог. По ходу посмотрим. Ну, на всякий пожарный, если я дальше продолжу, я поздороваюсь. А сейчас с вами попрощаюсь. Видите, все-таки вот помните, кто со мной давно, что у меня вот там вот лежала была кукуруза. Вот они сейчас ее последнюю выклевывают. Там уже осталось очень мало, они понемножечку вот так вот ее выклевывают. С одной стороны, хорошо, что вовремя не кормим, потому что уже вот все, почти все там вычистилось. Ну вот как-то так, друзья, на этом все. Если что, я поздороваюсь снова, а если что, то я с вами прощаюсь.